Он любил свою мать, хоть она его лаской не тешила, и осмысленно редко смотрела она на него. Он ее из петли вынимал в ночь, когда она вешалась, и с моста уводил над темнеющей быстрой Невой. Он бутылки сдавал, он овсянкой кормил ее с ложечки, и окурков консервные банки всегда выносил. Он жалел свою мать, и он верил, что все-таки Божечка не допустит, чтоб душу ее сатана погубил. Как-то раз после школы, придя на Смоленское кладбище, он стоял у могилы, и слезы текли по лицу. Вдруг услышал, как неподалеку сказал кто-то: надо же, снова этот мальчонка скучает, видать, по отцу. В ярком шарфике женщина смотрит глазами лучистыми. Ты записку бы Ксенюшке с просьбой своей написал, а она уж попросит своими молитвами чистыми, чтобы Бог тебе то, что ты ждешь, обязательно дал. Целый вечер писал он записку по-детски доверчиво. Он в часовню на кладбище завтра ее отнесет. Но на завтра увидела мать вдруг листочек тот в клеточку, что искала она среди учебников, кто разберет. Развернула записку, где почерком круглым старательным он писал ей: блаженная Ксения, ты нас пожалей. Помолись перед Господом Богом о нас, ну хоть кратенько, чтобы мама моя отказалась от рюмки своей. Ты ему передай, коль исполнит мое он желание, мне за это не жалко и жизнь свою будет отдать. Мать читала записку, и вдруг из души покаяние стало жгучей слезой на глазах у нее проступать. Посмотрела в окно, сын из школы домой возвращается. Он глядит на нее и с улыбкою машет рукой. Только вдруг, как во сне, в ее сына машина врезается, и проснуться нельзя из реальности страшной такой. Вот уж месяц прошел, и как в детстве везет на колясочке она сына любимого Ксении записку отдать. Вот могила отца, и та женщина в шарфике красочном у часовни глазами лучистыми смотрит опять. А в записке слова благодарности Ксении и Божечке, ведь все дни эти мама ни капельки в рот не брала и кормила сама его кашей овсяной из ложечки. И такой, как когда-то давно, она снова была. И кормила сама его кашей овсяной из ложечки. И такой, как когда-то давно, она снова была.